Вашему вниманию видео. Хочу показать вам, как меджлисмены из Киева хотят отобрать кусочек хлеба у жителей ПГТ Новоалексеевка во главе с Изетом Гдановым, который уже 2 или 3 года пытается отжать хлеб у жителей Новоалексеевки. И всю дорогу нам это обещает. Вчера пришли сообщения, 22 вчера был марта, вчера пришли сообщения из соседней Херсонской области о том, что крымские татары поднялись и чуть ли там был не стихийный бунт против меджлисовцев. В 2 словах расскажите, что это было, да, с чем это связано? Ну что это было? Это адекватная реакция местных жителей, да. Что такое вообще ПГТ Новоалексеевка? Это, можно сказать, вторая ссылка была для крымских татар. С 1967 года они там размещались, да, так как не могли прописаться в Крыму. Вот. И на сегодняшний день в Геническом районе проживает порядка 7-8 тысяч крымских татар. С 2014 года, как там появились деятели, такие как Ислямов, вот, Изет Гданов, ну и вообще вся структура и группа Меджлис, вот, началась, понятное дело, привычка узурпировать крымско-татарский народ. Да? В чем она заключается? Вот когда они создавали нам продовольственную блокаду в Крыму, и создавал там Ислямов свой батальон, вот, так называемый, вот, крымские татары к этому отнеслись там негативно. Это, понятное дело, им не понравилось. И они пытались, там есть, понимаете, что в Новоалексеевке на сегодняшний день из заработка осталось это только частные перевозки. Вот люди там зарабатывают на сегодняшний день это тем, что они вот на вокзале стоят, дежурят, сутками причем, да, голодные, в холоде, там сидят в этих машинах, бегают по перрону, чтобы заработать какую-то копейку, подвести или того или иного граждан либо до границы с Крымом, либо отвезти его в Крым. И вот с этого момента, когда Ислямов понял, что там можно зарабатывать деньги для поддержки своих личных интересов и интересов Меджлиса, начали пытаться договариваться они там с крымскими татарами, чтобы они им каждый месяц платили дань, чтобы они дежурили у них на блокаде там в этом батальоне, да. Сначала они их просили, чтобы они им там и поваров привозили, и чтобы деньги им сдавали, и так далее, и так далее, и так далее. Это продолжается уже 4 года. Люди как могут себя защищают. И вот это, то, что вчера произошло, это крик души. Да, почему? Потому что мы видим, что туда приезжает Изет Гданов, подгоняются автобусы, и людям анонсируют: извините, ребята, вы здесь работаете, да, нелегально, а мы вот здесь вот будем работать, вам здесь не место. Вы поймите, люди там десятилетиями живут, и это их основной хлеб и заработок. Им завтра что делать? Куда идти? Да? То есть мы понимаем, что на сегодняшний день там же люди говорят, работы нет, трассы, рынки не работают. Ну то, на чем раньше люди зарабатывали, да, после их, так как говорится, их блокады, они только навредили, и в первую очередь, и жителям Херсонской области, и крымским татарам. Если они считали, что они вредят только крымским татарам, вообще жителям полуострова или всей России, да, они ошибаются. В первую очередь, конечно, они по фермерам, по всем. И мы же видим, что люди не остановились на акции в Новоалексеевке, они передвинулись потом организованно, да, то есть вот надо отдать им должное, что они пошли дальше в администрацию. Понятное дело, Воробьев с ними не встретился, это глава администрации, который любит на границе петь. Вот. Кроме пения он ничем не занимается, да, кроме как распродажа земель, опять же, разграбление там, как сказать, и узурпация бизнесменов, да, то есть почему мы реагируем, потому что в Крым-Брылик оттуда к нам идут обращения, да, и мы неоднократно об этом говорим. И опять же, хочется задать вопрос, а куда смотрит гарант их конституции, куда смотрит европейское сообщество, что на сегодняшний день происходит руками вот таких людей, да, как Изет Гданов, который мечтал, и мы видели, как он пришел в полпредство, да, опять же, как он туда назначили его на должность. Ислямов захватили полпредство, устроили там блокаду, опять же, сняли там руководителей, которые якобы им не нравились. А для чего это сделать? Чтобы туда своих высадить, чтобы завтра узурпировать крымских татар в Херсоне. Все, и мы видим реальное лицо, для чего Гданова туда высадили. И понятное дело, реакция местных жителей, ну как, а вы кто?
И им правильно задают вопрос: а вы где были 25 лет, когда крымские татары жили в Херсонской области, почему-то туда ни Мустафа не приезжал и так далее, и многие-многие другие. Их не интересовали проблемы. Всю жизнь Мустафа Джемилев заявлял, что крымские татары, живущие в Херсоне, это чужие татары, они нам не нужны. А сейчас они резко им понадобились. А я вам скажу так, когда наш председатель Ситимир Нурудинович был от крымских татар Херсонской области делегирован как член Хурултая, да, его же исключил Мустафа по одной простой причине. Потому что они говорили: вы чужие, вы поддерживаете там партию региона, вы пророссийские, вы нам не нужны. Вот что получается, народ избрал, делегировал, он собственноручно, единогласно принимал такие решения и исключал. Вот я вам просто рассказываю, почему, чтобы люди понимали, как выглядела изнутри система Хурултай Меджлис. Там никакого народного собрания не было. Там были угодные люди Мустафе Джемилеву и его приспешникам, да, те, которым он доверял вместе с ними дербанить народные деньги. И американское посольство там каким образом? А вот каким образом, это хороший вопрос вы задаете, да? То есть, если мы посмотрим, когда у них и шло последнее переизбрание председателя Меджлиса и Хурултая, это был, по-моему, 10-й год или 11-й, не могу сейчас сказать, потому что я не отслеживал их деятельность, она меня никогда не интересовала, нашу семью. То там присутствовал заместитель посла, либо секретарь, там как-то там называется по должностям. Но он присутствовал на собрании Хурултая. Вот что он там делал? Вот что делает американское посольство на собрании крымских татар? Ну, это вопрос. Вот эти события в Херсонской области сегодня, означают ли они то, что по факту оформляется, то, что Меджлис перестает быть влиятельной силой вообще, если люди отворачиваются? А я вам скажу так, он никогда и не был влиятельной силой. Вот я еще раз объясню. То есть вот эта пиарная составляющая, что о нем говорят в СМИ, да. Среди людей этого вообще нет. Вот я вам объясню. Вот как они даже существовали в бытность украинскую здесь. Украинская власть вместе с правоохранительными органами делала так, чтобы крымские татары только кучковались вокруг Мустафы Джемилева. То есть ты без него не мог решить свои элементарные вопросы. Ты не мог открыть бизнес. Ты не мог состояться как политик. Ты не мог. И вот непроизвольно тот человек, который хотел состояться, им приходилось идти туда. Да? Вот что на сегодняшний день происходит в Херсонской области, в Новоалексеевке. Та же самая схема. Вот есть власть, которую высадили из Тогданова, есть там какие-то народные депутаты, и вот с помощью силы СБУ и правоохранительных органов они пытаются иметь контроль над крымскими татарами. Это не самопроизвольное, образно говоря, общение крымских татар с этой структурой. Его нам всю жизнь навязывали. Может быть, в начале, да, когда татары, массово крымские татары начали возвращаться на свою родину историческую, этот орган, наверное, люди в него верили и создали его. Да? Вот. Но потом поняли, что это чистый, извините за выражение, лохотрон. Когда помощь крымским татарам шла со всего мира. Мы знаем одно, а почему об этом сегодня не говорят, что первые деньги крымским татарам выделяла Москва на обустройство. В 90-е годы. В 90-е годы, 91-й, 92-й год. Официально помогала. До тех пор, пока Мустафа Джемилев не заявил: зачем нам ваши деньги, вы вообще тут русский наш враг. Понимаете? Им всю жизнь было выгодно, чем хуже крымско-татарскому народу, тем больше растет их популярность на международных площадках и в лице там, тех президентов, которые в то время были в Украине. Да? Это некая уздечка была. А вот крымские татары у них были в узде. Да? Вот будет вот так и никак по-другому. Вот если вы будете там что-то нам решать, либо не решать, мы будем бастовать, мы будем перекрывать дороги, мы будем там заниматься самозахватами. И поймите, крымские татары это делали не потому, что они хотят это делать, либо хотели это делать. Это делали от безвыходности. Сегодня же у нас, 4 года живя в российском государстве, у нас же этого не происходит. Ну да. Понимаете? То есть реально есть с чем сравнить. Люди стали понимать, что реально, да, может быть не в один день, но вопросы решаются. Они анонсированы, они утверждены. И людям это дает надежду. Для нас с вами показатель, вот недавно прошедшие выборы. 81 тысяча крымских татар пришла на избирательные участки и проголосовала президента.
То есть, если мы с вами возьмем по цифрам в украинскую бытность, это было 50-60 тысяч голосующих было. Всего лишь. Всего на лишь. любой выбор. На любой выбор. Причем, насколько я понял, по цифрам из этой 81 тысячи подавляющее большинство за президента. И подавляющее, вы поймите, да, здесь такая ситуация. Тот крымский татарин, который пришел на избирательный участок, он уже пришел голосовать за действующего президента и за будущего президента, за Владимира Владимировича Путина. Он не пришел там голосовать там, за Жириновского, либо за Явлинского, либо за Собчак. Все. Ну это понятно. Они для него ничего не сделали. Конечно. Ни реабилитации, конечно, ничего. конечно. Вот. И все. Либо он и шел голосовать за Путина, либо он вообще не шел на выборы. Да. А расстановка сил. В каждой общине, да, многонациональный Крым, там, армяне, немцы, болгары, все равно есть структура диаспоральная, да, управления. То есть общественные организации, которые, ну, как бы согласование, проход информации, общее управление народом. Крым-Берлиги фактически становится таким центром управления. Я вам скажу, знаете, как сказать, себя хвалить оно как бы нехорошо, да, но я вижу то, что на самом деле происходит в районах, да, у нас, что у нас здесь в офисе в Симферополе. Нам каждый день идут люди. Нам люди обращаются со всего мира, наши соотечественники. Да. Опять же, я повторюсь, наверное. К нам люди входят в организацию, крымские татары, которые живут в Турции. К нам люди входят, которые живут в Румынии, в Узбекистане, в Казахстане, в Украине в том числе. Понимаете? И в Крыму. То есть, реально вы правильно сказали, что народ нам верит. Что вот этот вот стереотип, что есть меджлис и никого других нету, и народ не будет признавать. Мы этот Рубикон давным-давно перешли с вами. Просто этому надо больше давать огласку. Это надо больше нам самим показывать в СМИ, показывать внутри Крыма, да, не только внутри Крыма, и внутри нашего государства, да, чтобы люди были информированы. Почему? Потому что в нашем понимании есть некий такой информационный вакуум. Да? Вот опять же вам скажу, в преддверии выборов вот мы поехали в тоже вот непростой район, да, вот в Советский район поехали, в Нижнегорский район. Мы сегодняшний день мы не находимся во власти, да, и люди к нам идут. Люди к нам идут с разными вопросами, люди нас поддерживают. Мы принимаем всех людей, понимаете? Мы не выбираем выборочно, ты придешь на собрание, либо ты не придешь. Все, кто желает, приходите. И выборы показали, что люди, и они понимают ту заботу, которую на сегодняшний день делает Крым-Берлиг, да, то, что мы на сегодняшний день бесплатно, абсолютно бесплатно, кто бы к нам в офисе не обратился, мы, опять же, наверное, повторяюсь, проводим бесплатные юридические консультации, сопровождаем в хозяйственных судах и так далее, и так далее. Да, это и социальные какие-то вопросы, там, и, как вам сказать, и помощь малоимущим. Вот я вам скажу, даже в Джанкойском районе, вот обратился директор школы, да, нужны для детей костюмы, да, чтобы они могли там танцевать, выступать. Крымско-татарская школа. Пожалуйста, мы от себя помогли. То есть мы что можем делаем, и людям это нравится. Понимаете, люди видят, что они услышаны. Мы, если не можем сделать, мы не можем сделать. Да? То есть мы никого не обманываем. И понятное дело, мы все решить не можем, да, потому что есть вещи, которые не от нас зависящие. Но во всяком случае, люди, приходя к нам, они видят, что мы с ними общаемся, они видят, что мы к ним относимся с большим уважением. То есть каждый пришедший уходит отсюда услышанным. И людей это сильно подкупает. Ну, плюс, понятное дело, мы являемся неким коммуникатором обращения людей, мы им помогаем заполнять и направлять те в административные инстанции, откуда люди должны получить ответы, мы им потом их выдаем. И люди дали оценку нашей работе, за 4 года дали оценку. Да. Последний вопрос. Вот 4 года после Крымской весны, Крым реалии, да, крымско-татарский вопрос. Всегда была ситуация, когда инициативу в информационном поле держали люди, находящиеся в Киеве. Меджлисовцы, да, люди, которые там уехали с канала МТР. А сейчас получается обратная ситуация. Фактически впервые мы наблюдаем за ситуацией, когда события происходят не у нас, которые можно критиковать или там поднимать на волну, а происходит фактически бунт или неповиновение, или общественное выступление граждан на Украине. И с информационной точки зрения я такого не помню, в принципе.
Ну, я вам скажу, что это не первый, как сказать, свисток, который идет оттуда, именно с Генического района, с Херсонской области, от крымских татар. Мы знаем, что эта ситуация была, и у жителей Чангара поднимались против батальона ислямовского, да, был там гражданский, был гражданский сход, да, то есть, опять же, им не нравилось то, что там происходит. Потом был такой момент, опять же, связанный с перевозчиками, когда в том году их всех останавливали с помощью сотрудников ДПС, и заставляли, чтобы они начинали платить в батальон, который создан был ислямом. Эти тоже материалы были. Просто это не было так масштабно. Да? То есть на сегодняшний день мы видим, что там порядка 200-300 человек, да, собралось и вышло и говорят, нет, послушайте, и надо, говорит, все жены и дети выйдут. То есть это, как сказать, для маленького поселка, для ПГТ, это такой, можно сказать, очень даже такой нехороший свисток для властимущих и меджлисовцев, которые там находятся. То есть люди реально дали оценку, ребята, вы идите отдыхать, вы что в наш карман лезете? Да, то есть мы не воруем, мы не грабим, да, то есть мы работаем. Там люди и говорят, мы просто пашем здесь сутками, мы в машинах мерзнем, живем, а вы хотите у нас последний кусок хлеба забрать. И кто это делает? Это опять же делает Изетгданов, это делает Ислямов, это делает структура Меджлис вместе с ними. Без их ведома, поверьте мне, никто там ничего не делал. Вот. И как они могут бороться с простыми соотечественниками? Опять же, запугивание правоохранительными органами. И мы видим, как сразу после этого всего пошло заявление Изетгданова, главы там администрации Воробьева, у них сразу виновата Россия. То есть у них сразу след, российские спецслужбы это организовали. Ну бред, понимаете, люди уже это не слушают. У них что, виноват Путин, виновата Россия, виновата ФСБ. Да, только людям за что ждать. Да. А то, что вы приходите у людей, отжимаете последний кусок хлеба, и они вам говорят, нет, ребята, вы что, мы вас на вилы вынесем. Понимаете? Это они не видят. Вот им надо показать, что опять они чистые, пушистые, беленькие. Там же люди анонсируют, кричат, вон, посмотрите, какой Воробьев себе там дом построил, дачи построил, земли продаются и так далее, и так далее. Уже это накипело. То есть я думаю, что вот такие вот очаги, мы видим, они идут по всей Украине. Народ поднимается. Причем без разницы, какой регион. Западная Украина, либо Восточная Украина, либо Южная. Вот это вот им пример. Да, дело тут, похоже, даже не в национальном вопросе, конечно. А все люди, все граждане. Все граждане, да. Украина, она что же много. Просто так получилось, что у Меджлиса же больше не осталось крымских татар. Они остались только в Геническом районе, в ПГТ Новоалексеевка. Вот они и пытаются их держать, можно сказать, в узде, аккумулировать их, чтобы они были зависимы от них. И финансово, и во всех вопросах социальных. Ну, еще один вопрос задам. Как вы думаете, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области теоретически, вот люди на простом низовом уровне, вошли бы в состав России так, как это сделали мы? Я вам скажу так, мы же с вами понимаем, да, те события, которые, к большому сожалению, произошли в свое время в Одессе, да, когда в Доме профсоюзов были сожжены люди. Да. Потом, вы же поймите, что эти регионы, они всю жизнь были настроены, да, они понимали, мы живем в Украине, да, но они всегда понимали, что россияне, русский человек, это их братский народ, да. И когда им дали вот эту националистическую политику, что здесь только будет Степан Бандера, а все остальные здесь никто, понятное дело, они с удовольствием присоединятся и войдут в состав Российской Федерации, если бы у них сегодня была такая возможность. И проголосовали бы, как и Крым. И этот срез мы видим, вы что же понимаете, наблюдаете, наверное, в соцсетях, что люди пишут, да, о ситуации, что они бессильны от этого произвола. Понимаете, им страшно жить, когда сегодня основная часть страны вооружена, и во всей стране идет беспредел, сутками убивают людей. Понимаете, посмертность Украина сегодня занимает предпоследнее место в мире. Да, и Николаевская, Одесская. Да. Да, то ли дала прокуратуре команда не возбуждаться, убийство на убийстве, и ничего не происходит. А вы понимаете, чем больше хаоса, тем лучше им навязывать все. И понимаете, для чего, вот в моем понимании, правоохранительные органы в Украине закрывают на это глаза? Они этим самым отвлекают от провалов их бездействующей власти. От той власти, которая прошла незаконным путем в Украине за счет госпереворота.
То есть вы поймите, экономически, социально, потом, как вам сказать, на международных площадках, они везде в проигрышной ситуации. Им нечего сказать. Им даже сегодня уже мировая общественность уже на них смотрит сквозь пальцы. То есть они думали, что если они приведут, можно сказать, вот этих майданутых к власти, что там перестанет быть коррупция, как они говорили, что Янукович там, а там коррупция еще больше выросла. Понимаете, народ в 3 раза обнищал, коммунальные услуги все подорожали в 2-3 раза. Все. И вот этим беспределом они отвлекают от себя внимание у народа. Народ борется за свое самовыживание, а в это время ребята пилят деньги, убивают своих соотечественников на Донбассе, на Луганщине. И вот так они живут уже 4 года. Но этому будет конец. То есть то, что вот так вот люди уже очагами, вы же видите, даже по видеоматериалу, люди не боятся. Люди идут защитить свой кусок хлеба. Он понимает, что если у него это отберут, ему завтра ребенка кормить нечем будет. И понятно, как любой другой мужчина, он защищает свой дом, он защищает свой очаг. Да, это до вооруженной борьбы можно дойти. Вот. Это им ответ. И если они на это не реагируют, а мы понимаем, что они не реагируют, мы видим, что риторика у них не меняется, все их, опять же, заявления, что во всем виновата Россия, я скажу так, что оно уже не работает. Люди уже понимают, кто в чем виноват, что вот эти вот все происки, что здесь спецслужбы поработали, еще кто-то поработал, кто-то кем-то управляется. Бред чистой воды. И я скажу, что люди там настроены очень серьезно. Вот, и этому уже видно и дана оценка. Поэтому, как говорится, мы, честно скажу, мы вчера собирались, экстренное совещание мы у себя провели в офисе, вечернее. То есть нас беспокоит ситуация с нашими соотечественниками, которые проживают в Херсонской области, в Кенежском районе. Мы, наверное, будем обращаться в международные инстанции. Мы проведем как доказательство вот эти видеоматериалы, как на самом деле заботится сегодня даже структура Меджлиса о крымских татарах, живущих в Херсонской области. Это большой показатель. Пускай все видят, пускай весь мир видит. То есть если они там рассказывают, что здесь все плохо, здесь это так, это не вот так, пускай на свои действия посмотрят и дадут им оценку. Мы будем защищать наших соотечественников, это однозначно. Я еще раз скажу, если есть у кого какие вопросы, не бойтесь, пишите нам. Вот как писали, пишите, направляйте нам обращение. Мы все знаем, что с вами происходит, мы вас в беде не оставим.